Они предлагают раздать даже леса. Они вырубят почувствуют. Это понятно все. Но вывести, это же ее надо вывести, это раз. Значит, нужна дорога. Не, вот тут же вот прямо написано, что лесной фонд должен быть перевестись под сельскохозяйственное назначение. Не факт, что эти леса будут предоставлены. Я же говорю, что есть категория вот лесов, защитные леса. Чуждым лицам не раздавать якутские земли. Законопроект, он на самом деле революционный. Может получить 1 гектар сельхозземли. Почему бы и нет? Что приедет вообще неизвестный откуда-то человек и отберет у него эту землю. Путем нанесения непоправимого урона экологии развивать сельское хозяйство – это бред. Инфраструктура Да, должна инфраструктуры-то быть, правильно? нету, и не а у нас-то- будет, и а у не нас будет. инфраструктуры нету. Почему он его не оформляет? Там возникают налоги. На самом деле никаких бумаг, никаких свидетельств у него нет. За бесценки будут оформлять доверенности на всяких граждан неизвестных, и которые тут возьмут тысячами гектаров. Это идет повтор того сценария, который с нами сделал Чубайс. Грубо говоря, я беру 5 гектаров отличнейшего леса, вырубаю его, так как разрешено использование у меня сельхозназначение, и говорю, что извините, ребята, я здесь буду сеять картошку. А на 100 лет там ничего расти не будет. Для того, чтобы получить его уже в собственность, после 5 лет, он уже на тот момент должен фактически проживать на этой территории. И никто не запрещает ему приезжать сюда, допустим, в ту же командировку. Мы получили только 4 предварительных письма о том, что они готовы сюда переехать. Мировые олигархи только 4 человек нам отправили. Ну, насчет мировых олигархов не знаю. Общественный контроль тоже никто не отменял. То в законе предусмотрено ограничение по работе с иностранными гражданами. Но будет принято решение об изъятии этого земли. Соответственно, мы даже знать не будем, что творится в тайге. В компьютерной системе это же будет. Да, вы должно что, быть. вы никогда. В- Да в мы открытом- такого не увидим. Нет. Зачем вот такую бомбу, пороховую бочку под себя подкладывать и ждать, вдруг она рванет, а может и не рванет. И думать, все якутяне в срочном порядке. Вот эти места хорошие себе занять и как бы занять круговую оборону. Если вы читали внимательно закон, там написано, кроме защитных лесов. Сейчас говорить о том, что кто-то придет насчет грабительским способом использовать наши участки, наши угодья, ну, наверное, неправильно. И никто не запрещает, допустим, нашим гражданам, которые проживают на нашей территории, подавать такие же заявления на территорию Амурской области, Хабаровского края. Пожалуйста.